Я очень сожалею, Aš labai apgailestauju, кому, может быть, я не нравлюсь. kam aš nepatinku. Я очень рад вас видеть. Aš labai džiaugiuosi jūs matydamas. Сегодня вся проповедь зависеть будет от переводчика, Šiandieną visas pamokslas priklausys tik nuo vertėjo, потому что все, что я неправильно скажу, он имеет возможность лучше перевести. nes viską, ką aš pasakysiu neteisingai, jis turi galimybę pataisyti. Знаете, есть много людей на земле, которых мы знаем с Линой. Žinote, Žemėje yra daug žmonių, kuriuos mes kartu su Lina pažįstame. Они лучше нас проповедуют, Jie pamokslauja geriau nei mes, они лучше нас поют. jie geriau nei mes dainuoja. Ну, они где-то в другом месте заняты. Bet jie šiuo Сегодня. metu yra užsiėmę. И вам не повезло, сегодня мы приехали. Ir jums dėja nepasisekė ir šiandien atvažiavome mes. Я Лине предложил одну песню спеть. Aš Linai pasiūliau vieną dainą sudainuoti. Она сказала, если ты будешь со мной петь, я согласна. Pasakė, jeigu dainuosi su manimi, aš sutinku. Это песня нашей юности. Может быть, они вам знакомы. Ši daina yra iš mūsų jaunystės, galbūt kažkam jinai yra pažįstama, žinoma. Часто Господь в жизнь посылает двоих, чтобы проповедовать Слово. Dažnai Dievas į gyvenimą atsiunčia du, kad jie pamokslautų. Если один устает, другой ему помогает. Jeigu vienas pavargsta, kitas jam padeda. Припев говорит, иди не робей, иди веселей. Priedai sako, eik neliūdėk, eik linksmiau. Двоих он направил в суровую даль. Du jisai pasiuntė į šiurkštę tolumą. И другой раз дорога это полита слезами. Вам знакомо это? Дорога полита слезами. Kelias aplaistytas ašaromis. И Кялись тогда, мужчинамас. когда один плачет, другой ему слезы вытирает. Ir kai vienas verkia, kitas jam ašarą šluosto. Вот это наша песня. Šitokia yra mūsų daina. Потому послушайте, Todėl может paklausykit, быть, она вас тоже касается. gal jūsų taip pat prisidės prie jūsų. Сразу предупреждаю, я не певец, я здесь вынужден. Господь свое слово святое неси, нередко вдвоем посылает. И если один ослабеет в пути, другой ему там помогает. Иди, не робей, иди веселей, крепись и не падай душою. Дорогой одной к отчизне святой, бодрее пойдем мы с тобою. Дорогой одной к отчизне святой, бодрее пойдем мы с тобою. Двоих он отправил в суровую даль, дорогой политой слезами. И где одного одолела печаль, второй утешает словами. Иди, не робей, иди веселей, крепись и не падай душою. Дорогой одной к
отчизне святой. Бодрее пойдем мы с тобою дорогой одной к отчизне святой. Бодрее пойдем мы с тобою. Блеснула слеза на лице одного, с любовью другой отирает, и словом святым утешает его, и тихо ему напевает. Иди, не робей, иди веселей, крепись и не падай душою. Дорогой одной к отчизне святой. Бодрее пойдем мы с тобою дорогой одной к отчизне святой. Бодрее пойдем мы с тобою. Бывает, разлуки скрывают лицо, тогда одного от другого, и каждый слезу вытирает рукой, споет из напева родного. Иди, не робей, иди веселей, крепись и не падай душою. Дорогой одной к отчизне святой. Бодрее пойдем мы с тобою дорогой одной к отчизне святой. Бодрее пойдем мы с тобою. Когда же конец их скитания придет, и счастьем даль засияет, один из них новый припев запоет, другой от него не отстанет. Гроза позади, венец впереди, но враг не имеет покоя. С победой родной к отчизне святой. Бодрее пойдем мы с тобою. С победой родной к отчизне святой. Бодрее пойдем мы с тобою. Сегодняшняя наша тема Šiandienos mūsų tema – слушать. – klausyti. Если она вам понравится, и вам, и Богу будет угодно, вам это мало, и Богу будет угодно, то следующая наша тема, может быть, в этом году будет еще послушание. Jeigu jums patiks šita tema, na, kaip čia pasakius, jums patiks tai čia maža, jeigu jums ir Dievo planams sutiks, tai tada sekanti mūsų tema, kurią mes nagrinėsime, bus paklusnumas. Сегодня слушать, Šiandien klausyti, а в следующий раз послушание. o kitą kartą paklusti. Так что все зависит от переводчика, позовете вы меня второй раз или нет. Taigi vertėjas nuspręs, ar kvies dar kartą ar ne. Ты Библию здесь положи. В Якова 2:20 написано. Jokūbo 2:20 parašyta. Ar nori, Jokūbo 2 skyrius 20 eilutė. Ar nori žinoti, neišmintingas žmogau, kad tikėjimas be darbų miręs? Но хочешь ли знать, неосновательный человек? Ar nori žinoti, neišmintingas žmogau?
Как вы знаете, русский язык, он маленько богаче, чем немецкий и литовский. Kaip žinote, rusų kalba šiek tiek turtingesnė nei vokiečių bei lietuvių. Здесь написано «человек без основания». Čia prašta žmogus be pagrindo. Не хочешь Rusiškai. ли ты знать человек, который не имеешь основания? Ar nori žinoti žmogau, kuris neturi pamato? Мы очень много знаем, Mes labai daug žinome, но наши знания не имеют основания, не имеют фундамента. bet mūsų žinios jos neturi pagrindo, jos neturi pamato. По природе своей люди верующие. Pagal prigimtį žmonės yra tikintys. Они могут сомневаться, Jie gali abejoti, но как раз сомнение есть признак того, что человек верит. bet kaip tik abejonės yra požymis to, kad žmonės tiki. Человек должен в какой-то мере признавать Бога, Žmogus kažkiek tai turi pripažinti Dievą, хотя бы для того, чтобы отвергать Его. bent jau tam, kad jį paneigti. Кто из вас, что Советский Союз помнит, Kas dar iš jūsų atsimena Sovietų sąjungą? мне всегда было смешно, когда доказывали, что Бога нету. Man visada būdavo jokinga, kai bandydavo įrodyti, jog Dievo nėra. Они всегда доказывали того, чего нету. Jis laiką bandė įrodyti tai, ko nėra. Ну, если нету, зачем доказывать это? Nu jeigu nėra, tai kam dar įrodinėti? Почему же люди тогда не верят? Tai kodėl žmonės tada netiki? Мы сегодня, проверяя себя, установим, что есть разница Šiandieną tirdami save mes pamatysime, kad yra skirtumas, когда человек верующий, kada žmogus yra tikintis. мы увидим разницу между человеком, который верит в Бога или который верит Богу. Pamatysime skirtumą tarp žmogus, kuris tiki į Dievą ir kuris tiki Dievui. Если бы я вас попросил поднять руки, кто из вас верит в Бога, подняли бы все. Jeigu paprašyčiau pakelti ranką, kas tikite į Dievą, visi pakeltų ranką. А если бы я спросил, кто из вас верит Богу, Bet paklausčiau, kas tiki Dievui, то нам нужно было бы подумать, прежде чем поднимать руку. mums reikėtų pagalvoti prieš pakeliant ranką. Потому что у нас так все запланировано, Kadangi pas mus taip viskas yra suplanuota, что другой раз уже нужно записать время для Бога. kad kartais netgi reikia į užrašų knygelę užsirašyti, kada yra Dievo Мы laikas. ему не верим. Mes jam netikim. Он говорит, ищите прежде всего Царство Божие, Jisai sako, visų pirma, ieškokite Dievo karalystės, а все другое на халяву. o visa kita nemokamai. А мы не верим в это, и все. O mes į tai netikime ir viskas. Мы его просим и просим и просим, Mes jo prašome ir prašome ir prašome и не получаем. ir negaunam. Хотя в Библии мы же этот стих знаем. Betgi šitą eilutę mintinai Помните, мы žinom. разговаривали, Матфея 7 глава, 7 стих. Pamenate, šnekėjome apie Mato 7 skyrių 7 eilutę. Просите и получите. Prašykite ir gausite. И никто не получает. Ir nieks negauna. Потому что вытащили из Нагорной проповеди один стих, Kadangi iš kalno pamokslo ištraukėme vieną eilutę, а она начинается в 5 главе, jinai prasideda 5 skyriuje кончается в 8 главе. ir baigėsi 8 skyriuje. А начинается она блаженные нищие духом. Ir prasideda palaiminti vargšiai dvasia. И вот кто этого блаженства не имеет, Ir kas šito palaiminimo neturi, просите и получите. prašykite ir gausite. Про то, что просить Мерседес, там вообще не написано. Tam, kad prašyti turi, ten iš viso nieko neparašyta. Тебе Бог его даст, если он тебе нужен. Dievas duos Mercedesą, jeigu reikės Мне он tau. под цвет глаз не подходит. Man tiesiog netinka prie akių spalvos. Представляете себе, если я к вам приеду на черном Мерседесе. Įsivaizduoti, jeigu aš pas jūs atvažiuočiau juodu Mercedesu. Ни я это не пойму, ни вы не поймете. Ir aš to nesuprasiu, ir jūs to nesuprasite. Даже если мы будем на иных разговаривать, языках все равно не поймем. Jeigu šnekėsime netgi kalbomis, vis tiek nesuprasite. Потому ищите прежде всего, Todėl iš pradžių visų pirma ieškokite, а все другое приложится вам. o visa kita bus pridėta. А мы не можем этому поверить. Bet mes negalime to patikėti. Мы верим, что есть Бог. Mes tikime, kad yra Dievas. Почему люди не верят? Kodėl žmonės netiki? Почему они боятся этой веры? Kodėl žmonės bijo šito tikėjimo? Они боятся этих задач, которые вера бы поставила перед ними. Jie bijo tų užduočių,
kurias jiems iškeltų tikėjimas. Люди боятся, что им придется от своего комфорта отказаться, если они поверят Богу. Jie bijo, kad jiems teks atsisakyti savo komforto zonos, jeigu jie patikės Что Dievu. эта вера скомпрометирует их идеи. Kad tikėjimas sugadins jų mintis. Они боятся изменения своей жизни. Jie bijo pasikeitimų savo gyvenime. По-литовски какое хорошее слово «мастай припратом». Labai geras žodis lietuviškai мы так привыкли. Всегда так было. Visą laiką tai buvo. И теперь кто-то пришел, хочет со своей верой что-то поменять. Ir dabar kažkoks atėjo ir nori savo tikėjimu viską čia pakeisti. Разум позволяет нам функционировать в этом мире Logika leidžia mums funkcionuoti mūsų и gyvenime. понять смысл нашего существования. Ir suprasti mūsų egzistavimo esmę. Но без веры мы лишены основания жизни. Bet be tikėjimo mes praradę gyvenimo prasme. Без веры мы не можем реальность правильно оценить. Be tikėjimo mes negalime taisyklingai įvertinti realybę. Если мы не верим Богу, Jeigu mes netikime Dievu, мы живем в аду. mes gyvename pragare. А ад – это место никогда не исполняемых желаний. O pragaras tai yra vieta, kur niekada neišsipildo norai. Если я не верю Богу, я всегда что-то хочу. Jeigu aš netikiu Dievu, aš visą laiką kažko tai geidžiu, noriu. Я все время что-то хочу и хочу и хочу, и я не насыщаюсь этим. Ir aš vis kažko noriu ir niekada nepasisotinu. И потому без веры человек не может с Богом соединиться. Todėl be tikėjimo žmogus negali susijungti su Dievu. И жизнь становится хаосом. Ir gyvenimas tampa chaotišku. И вера – это инструмент, с помощью которого мы можем все помехи в нашей жизни устранить. Ir tikėjimas yra įrankis, kurio dėka mes galime pašalinti visus nesklandumus gyvenime. Но мы все равно ничего изменить не можем. Mes vis tiek nieko pakeisti negalim. Мы можем только быть инструментом у Бога. Mes tik galime būti Dievo įrankis, Тогда мы застрахованы. tada mes apdrausti Или мы делаем, что мы хотим. arba darome tai, ką norime. Потому что Бог нас сделал совершенно свободными. Nes Dievas mūsų kūrė visiškai laisvais. Разум объясняет нам, как надо жить. Sąmonė mums paaiškina, kaip mums reikia gyventi. Вера нам объясняет, почему нам нужно жить. O tikėjimas paaiškina, kodėl mums reikia gyventi. Римлянам 10 глава, 17 стих. Romiečiams 10 skyrius 17 eilutė. Čia. 10 skyrius 17 eilutė. Taigi tikėjimas iš klausimo, klausimas iš Dievo žodžio. Вера от слышания, Tikėjimas iš klausimo, а слышание от Слова Божьего. klausimas iš Dievo žodžio. Читаем дальше. Матфея 7 глава, Skaitome toliau Mato Evangelija 7 skyrius с 24 по 27 стих. nuo 24 iki 27 eilutės. Mato 7 skyrius nuo 24 iki 27 eilutės. Tai kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusi namą ant olos. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant olos. Ir kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į kvailą žmogų, pasistačiusi savo namą ant smėlio. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus. Интересный опять русский язык. Vėlgi įdomi rusų kalba. Всякий человек, кто слушает слова мои и исполняет их, Kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir vykdo juos, уподоблю человеку panašus į žmogų, благоразумному, išmintingam, который пользуется разумом на благо. rusiškai žmogus, kuris naudojasi savo išmintimi naudingai. Вы помните, мы говорили, есть в русском языке слово «благодарю». Atsimenate, rusų kalboje yra žodis dėkoju. Благо, которое мне дает Бог, я делюсь с другими. Blagadariu, žodis susideda iš dviejų žodžių. Gėrį, kurį gaunu, aš dovanoju, dalinuosi su kitais. А здесь написано «уподобляется человеку благоразумному». O čia prašyta
kuris išmintingai naudoja savo gėrį. Понимаете, человек, который благом пользуется, Tas, kuris gėriu naudojasi чтобы делиться с другими. tam, kad dalinti su kitais. Человек безрассудный, там понятно все. Žmogus be sąmonės viskas aišku. Бла-бла. Bla bla. Здесь речь идет в этом отрезке о том, чтобы слушать и делать. Čia šnekam apie tai, kad klausyti ir daryti. Кто только слушает или только делает, укорачивает сказанное здесь Христом. Tas, kas tik tai klauso arba tik tai daro, tas sutrumpina, nukerta dalį to, kas čia yra pasakyta. И он подвергает свою жизнь существованию. Существованию. Ir jisai savo gyvenimą rizikuoja, kad tik tai tam, kad egzistuotų. Tik egzistencijai. Слушать можно невнимательно. Klausyti galima neįdėmiai. Слушать можно халатно. Кто спать? Klausyti galima išsiblaškis. И слушать можно с предубеждением. Ir klausyti galima su jau sudarytais įsitikinimais. Это в Германии и в Литве одинаковое слово есть. Ir Vokietijoje, Lietuvoje tas pats žodis yra. Я знаю. Aš pažinau. Ты мне не объясни. Neaiškink. Ну что, все смотрят одну и ту же программу в телевизоре. Nes visi per teliką tą patį žiūri. Вначале здесь разговор идет о фундаменте. Pradžioje čia šnekame apie pagrindą. Фундамент имеет человек, который слушает Слово Христа и делает. Pagrindą turi tas žmogus, kuris klauso Kristaus žodžių ir vykdo juos. При слушании я получаю силу и пособие, как делать. Klausydamas aš gaunu supratimą ir įrankius, kaip man reikia elgtis. Первый вопрос, когда нам нужно кончить? Kada končim тогда? Когда заснет первый. Da. Окей? Приехал я в деревню и подарил одному кальвининkas. Вот по-русски даже слова не знаю. Atvažiavau aš į kaimą ir vienam kalvininkui padovanoju kalviui Сварочный аппарат подарил. suvirinimo aparatą. Я ему говорю, это немецкий аппарат. Sakau, čia vokiška technika. Он понимает только по-немецки. Jisai supranta tik vokiškai. Если ты будешь с ним варить, и он остановится, Jeigu jo virinsi ir tai sustos, то он тебе говорит по-немецки, дай отдохнуть, я потом включусь. sako, vokiškai sako, duok pailsėti, aš po to vėl įsijungsiu. Я говорю, ты понял? Он говорит, да. Sakau, supratai, sako jo. Я говорю, я тебе еще раз повторяю. Sako, dar kartą kartoju. Он говорит, ты что, мне за дурака считаешь? Sako, tu ką, mane užkvailė laikai? Я говорю, нет, ну третий раз еще повторяю. Немецкий аппарат понимает только по-немецки. Aš sakau, vokiškas aparatas šneka tik vokiškai. Приезжаю через месяц, Po mėnesio atvykstu стоит этот аппарат совсем черный. ir visas tas aparatas visas juodas, Сгорел. sudegė. Говорит, у вас техника плохая в Германии. Sako, pas jūs Vokietijoje labai prasta technika. Я говорю, честно скажи, что ты с ним сделал? Sakau, sąžininkai pasakyk, ką tu su juo padarai. Он не может сгореть. Jis negali sudegti. Я говорю, все равно я его отправлю на гарантию, и мне скажут, почему он сгорел. Sakau, vis tiek nusiųsiu į garantinį ir man pasakys, Ты kas su juo лучше честно atsitiko. скажи. Pasakyk sąžiningai. Ну, говорит, маленько осталось, и я предохранитель выключил. Sako, liko šiek tiek ir aš tada saugiklį atjungiau. Чуть-чуть осталось. Labai nedaug liko. Он с немецким аппаратом разговаривал по-литовски. Jisai su vokišku aparatu elgės kaip lietuvis. Этот аппарат умер. Ir mirė aparatas. Но что он не понимал по-литовски. Nes aparatas lietuviškai nešneka. Но это шутка. Čia bairis. При слушании я получаю пособие, Klausantis, как делать. aš gaunu nurodymus, kaip daryti. Когда я слушаю Слово Божье, Kai aš klausau Dievo žodį, не меня, ne а savęs, Слово Божье, o Dievo žodį, тогда мне Бог объясняет, как нужно делать. tada man Dievas aiškina, kaip man reikia daryti. При слушании грозят мне две опасности. Klausantis, manęs laukia dvi problemos. Невнимательность Nedėmesingumas и бездействие. ir nedarimas. Признаки духовной незрелости. Почему у нас не получается слушать и делать? Dvasinio nebrandumo požymiai. Kodėl mums nesigauna ir klausyti, ir daryti vienu metu? Мы читаем Skaitome Евреям hebrajams arba žydams 5 глава, 11 стих. 5 skyrius 11 eilutė. Там говорит о неспособности воспринимать Слово Божье. Ten kalbama apie negebėjimą priimti žodį.
Apie tai mums reikėtų daug kalbėti, bet sunku jums išaiškinti, nes pasidarėte nerangus klausyti. Вам надлежало бы об этом много говорить, Рекет- но вы трудно понимаете, Apie tai jums reikėtų daug kalbėti, bet jūs sunkiai suprantate, потому что вы стали неспособны слушать. nes tapote nerangus klausyti arba rusiškai negebantis klausyti. Вы так привыкли халатно относиться к Слову Божию, что вы стали неспособны воспринимать. Jūs pripratote taip atmestinai reaguoti į Dievo žodį, kad tapote negebantis klausyti. Второй признак духовной незрелости – это детская диета. Antras požymis dvasinio nebrandumo yra vaikiška dieta. 13 стих. 13 eilutė. Jūs tapote tokie, kuriems reikia pieno, o ne stipraus valgio. Juk kiekvienas maitinimas pienu dar nepatyręs teisumo žodyje, nes tebėra kūdikis. Понимаете, мы все еще сидим на молоке. Suprantate, vis dar sėdėm ant pieno. Сколько лет ты уже сюда приходил? Kiek jau laiko čia ateini? Помните, я вам говорил, Pamenate, aš jums sakiau, в школу можно ходить зря или бесплатно. suprantate, į mokyklą galima eiti arba be reikalo, arba nemokamai. И вот многие люди ходят столько лет в церковь уже, да, и не знаешь, они ходят зря или бесплатно. Ir daugelis žmonių tiek eina į bažnyčią, kad jie nežino, ar jie eina be reikalo, ar nemokamai. Хотя многие пытаются и не заплатить, и не слушать. Nes daugelis žmonių stengiasi ir nesumokėti, ir nepaklausyti. Но Бог поругаем не бывает. Bet Dievo pabarimai tai būna. То, что я не услышал Tai, ko aš neišgirdau, и не понял, я и не могу делать. aš ir nesupratau, aš negaliu ir daryti. Следующий признак духовной незрелости – это неумение пользоваться Словом Божьим. Kitas požymis dvasinė brandumo yra nemokėjimas naudotis Dievo žodžiu. 14 стих. 5. 5 skyrius 14 eilutė. Tik subrendusiems dera stiprus maistas. Tiems, kurie pratybomis išlavino savo pojūčius, kad atskirtų gerą nuo blogo. Твердая же пища свойственна совершенным людям. На каком основании? Кто это совершенные люди? Это люди, у которых чувства навыком. Они привыкли внимательно слушать и стали способными различать добро и зло. Tik subrendusiems dera stiprus maistas. Subrendę žmonės tai yra tie, kurie jau pasiekia brandumą. Rusiškai sakoma, pas kuriuos yra įgūdžiai. Tai yra kažkokie pripratimai atlikti kažką tai, kurie atskiria gerą nuo blogo. Мы уже раньше говорили, привычка формирует характер. Mes jau sakėme, įprotis formuoja charakterį. У нас тоже дети были. Mes taip pat turėjome vaikų. Сейчас уже все женились и замужем. Dabar visi ištekėjo ir vedė. Но у них всегда была депрессия, когда я в 12 или в 2 часа дня говорил слово «работа». Bet jie visą laiką turėjo depresiją, kai aš jiems 12 ar 21 sakydavau žodį darbas. Теперь они от этой привычки ушли. Dabar jie jau nebeturi to įpročio. Потому что с шефом не подискутируешь, как с папой. Nes su šefu nepadiskutuosi kaip su tėčiu. Но все, кто привык рано вставать, Bet visi, kurie įprato anksti keltis, кто привык Слово Божье читать, tie, kas įprato Dievo žodį skaityti, это люди, которые пользуются практически Словом Божьим. tai yra tie žmonės, kurie praktiškai naudojasi Dievo žodžiu. Слово требует действия, Žodis reikalauja veiksmų, как подтверждение, что оно было услышано. kaip įrodymas, kad jisai buvo išgirstas. Многие из вас помоложе, чем я, Daugelis iš jūsų yra šiek tiek jaunesni nei aš, но многие меня поймут. bet daugelis supras. Я хочу куда-то приехать, мне по телефону объясняют, куда ехать. Aš noriu kažkur tai atvažiuoti ir man telefonu aiškina, kur važiuoti. Но я уже потихоньку в тех годах, Bet aš tai jau po truputį įžengiau į tuos metus, что я все помню, пока не положил трубку. kad aš viską atsimenu tol, kol nenumetu ragelio. Потом, другой раз даже не могу вспомнить, кто звонил. Net po to neatsimenu, kas skambino. Потому, когда мне объясняют, я говорю, все понял, а теперь еще СМС пришли. Todėl aš dabar sakau, viską supratau, dabar atsiųsk trumpą žinutę. И потом я эту СМС-ку завожу в навигатор, Tada šitą trumpą žinutę įvedu į GPS и я вовремя приезжаю. ir laiku atvažiuoju. Понимаете, если ты знаешь свои недостатки, Suprantate, jeigu žinote savo trūkumus,
то ты все равно можешь в эту жизнь ввести порядок. Todėl tu vis tiek šitą gyvenimą gali įvesti tvarką. Потому лучше 10 стихов выучить за месяц, Todėl geriau išmokti 10 eilučių per mėnesį, чем прочитать всю Библию и ничего не вспомнить. negu perskaityti visą Bibliją ir nieko neatsiminti. Мое действие обогащает меня и других. Mano veiksmai praturtina mane ir kitus. И это мое действие должно что-то изменять в моей жизни и в жизни других. Ir mano šitie veiksmai turi keisti kažką tai tiek mano, tiek kitų žmonių gyvenime. Если то, что я делаю из веры, Jeigu tai, ką aš darau tikėjimo, ничего не изменяет вокруг, nieko nekeičia aplinkui, тогда я что-то или не понял, arba aš kažko tai tada nesupratau, или прослушал, ar praklausiau, или у меня нету веры. arba neturiu tikėjimo. Каждый из нас хотел бы быть умным домостроителем в своей жизни. Kiekvienas iš mūsų norėtų būti tas išmintingas statytojas, statybininkas. Мы же тоже хотим, чтобы, когда мы молимся к Богу, чтобы Он услышал Mes taip pat norime, kad kai mes melžiamės Dievui, Jis mus išgirstų и сделал. ir Или? padarytų. Ну почему мы Его слушаем, Bet tada kodėl mes jo klausom, но мы не делаем? bet patys nedarom. Вот интересный народ, да, человек? Labai keistis išradimas tas žmogus. Если Христос говорит, что умный человек, который строит дом на фундаменте, на правильном, Jeigu Kristus sako, kad palaimintas žmogus, kuris stato ant teisingo pamato, значит, это возможно. reiškia, tai yra įmanoma. Можно свою жизнь привычками привести в порядок. Įpročiai savo gyvenimą galima sutvarkyti. Очень безрассудно, если я для фасада возьму дорогие строительные материалы, Labai neišmintinga, jeigu aš fasadui paimsiu brangias statybinės medžiagas, а на фундаменте сэкономлю. bet ant fundamento, ant pamato sutaupysiu. Пришел к родственнику, Ateinu pas giminaitį, строит что-то там такое невероятное в огороде. kažką tai daržė tokią didžiulę stato. Я говорю, зачем тебе это нужно? Sako, kam to reikia? Он говорит, ну у соседа есть. Sako, nu pas kaimyną tai yra. Что за логика? Kas per mąstymas? У соседа есть, теперь он тоже залазит в долги и тоже строит. Pas kaimyną yra dabar lys į skolas, bet pas Очень save irgi tokį интересная padarys. Labai įdomus mąstymas. Я был после землетрясения этого большого в Армении, был в Спитаке. Aš po to didžiulio žemės drebėjimo Armėnijoje buvau spektaklyje ten. В Спитаке. Место. Spektakė. Yeah. Čia miestas, ne И spektaklis. там от всего города один многоэтажный дом так угол остался стоять. Ir ten nuo vieno tokio didžiulio daugiabučio liko toks kampas А stovėti. все другое было ровно. O visas kita išlyginta. Кто-то этот цемент своровал. Kažkas nuvagė visą cementą. Цемент, из которого строятся дома, кто-то его своровал. Cementą, iš kurio statomi tie namai, kažkas tai pavogė. И все развалилось. Ir viskas sugriuvo. Все развалилось. И Виска- так и в нашей жизни все разваливается, когда нету фундамента. Ir taip pat ir mūsų gyvenime, kai nėra pagrindo, pamato, jisai sugriūna. Вы заблуждаетесь, если вы думаете, что вы имеете право жить, как вы хотите. Jūs labai klystate, jeigu manote, kad turite galimybę, turite teisę gyventi taip, kaip norite. Идея семейной жизни это Бог придумал. Šeiminio gyvenimo idėją Dievas sugalvojo. И Он дал нам инструкцию, как этот дом должен функционировать. Ir jisai davė mums instrukciją, kaip šis namas, šis pastatas turi И funkcionuoti. если мы не слушаем и не читаем эту инструкцию, Ir jeigu mes neskaitome, neklausome tos instrukcijos, kuri yra parašyta, этот дом развалится. šitas namas sugrius. Потому что сегодня весь мир сконцентрирован на то, чтобы развалить семью. Nes šiuo metu visas pasaulis yra susikoncentravęs į tai, kaip sugriauti šeimą. Развалят они семью, Sugriau šeimą, развалили они церковь. sugriovė ir bažnyčią. Ну что церковь это зеркало Божьего желания. Nes bažnyčia yra veidrodis Dievo įgeidžių. Norų. Иисус приводит здесь пример, дом имеет в виду нашу жизнь. Kai Jėzus čia pateikia pavyzdį namo, pastato, jisai turi omenyje mūsų gyvenimą. Он говорит о фундаменте, который меня всю жизнь будет нести и в хорошие, и в плохие времена. Jisai šneka apie pastatą, kuriame aš būsiu ir gerais, ir blogais laikais. Фундамент, который выдержит и времена кризиса. Tai yra pamatas, kuris išlaikys netgi ir tuo metu, kai bus krizė Я aplinkui. так благодарен Богу, Aš taip dėkoju Dievui,
что у моей жены есть много недостатков, kad mano žmona turi daug trūkumų, но одного недостатка нету. bet nėra vieno Она trūkumo. еще никогда не спрашивала у меня денег. Ji dar niekada pas mane neprašė pinigų. У нас никогда проблем с деньгами не было. Niekada neturėjome problemų su Ну, pinigais, что у нас их нету. nes tiesiog jų neturime. И мы вынуждены все время быть вместе. Ir mes todėl privalome visą laiką būti kartu. Понимаете, не в деньгах проблема. Suprantate, ne piniguose problema. Безусловно, для жизни нужны деньги. Žinoma, gyvenimui reikalingi pinigai, Но только она у меня никогда не спрашивала денег. bet tiesiog niekada pas mane neprašė pinigų. Этим она меня никогда не упрекала. Tuo jinai niekada manęs neįsprausdavo į Она kampą. мне никогда не заставила напиться, потому что я не смог заработать. Jinai niekada manęs neprivertė prisigerti, nes nesugebėjau И она užsidirbti. мне всегда разрешила быть шефом. Ir visą laiką man leisdavo būti viršininku. Понимаете, наш дом стоял на фундаменте, который в кризисе выдержал. Suprantate, mūsų namas stovėjo ant to pamato, kuris atlaikė krizę. Многие браки семейные разваливаются, Daugelis santokų šeimų sugriūna, потому что фундамент неправильный. nes pamatas neteisingas. Понимаете, сегодня люди женятся, и каждый несет 2 чемодана с требованием с собой. Suprantate, dabar žmonės tuokėsi ir abu du neša po 2 lagaminus įgeidžių norų kartu su savimi. Ответственности нету Reikalavimų, atsiprašau. ответственности нету в этих чемоданах. Atsakomybė tose lagaminuose nėra. Обязанностей нету. Nėra pareigų, įsipareigojimų. Ты должен меня любить. Tu privalai mane mylėti. Я уже вам говорил, чтобы осчастливить женщину, нужно 101 пункт. Suprantate, aš jau sakiau, kad tam, kad pradžiuginti moterį reikalinga 101 punktas. Чтобы осчастливить мужчин, нужно 2 пункта. Tam, kad pradžiuginti vyrą reikalingi 2 punktai. И вот эти 2 пункта женщину приводят в панику. Ir šitie 2 punktai moterį veda į paniką. Ну, ему нужно только пожрать и поспать. Jam reikia tik paėsti ir pamiegoti. А ей нужно вспомнить день рождения собаки, кошки, соседки, мамы, бабушки, да? Это только маленький список. Но не родились мы для этого, миленькие мои, это стресс. Мы для этого не родились. O moteriai reikia prisiminti jos gimtadienį, jos šuns gimtadienį, katės gimtadienį, kaimyno gimtadienį. Nu, negimė mes dėl to. Когда мне спрашивают, сколько у меня детей и когда они родились. Kai pas mane klausia, kiek pas mane vaikų ir kada jie gimė. У меня есть секретарша, она все знает, она это пережила. Aš turiu sekretoriją, jinai už tai atsakinga, jinai viską tai pergyvena. И вот из этого несчастья она сделала миссионера. Ir iš šitos problemos, iš šitos bėdos jinai padarė misionierių. И я могу быть начальником, президентом. Aš galiu būti viršininku, prezidentu. Понимаете, в чем счастье заключается? Suprantate, iš ko susideda laimė? Что я ей всей своей жизнью благодарен. Kad aš jai dėkingas visų savo gyvenimu. Потому что она мне разрешила быть боссом. Nes jinai man leido būti viršininku. А чем меньше человек, тем больше он хочет быть боссом. O ko žemesnis žmogus, to labiau jis nori būti viršininku. Нам много не надо мужчинам. Mums daug nereikia vyram. Разрешите себя любить. Leiskite save mylėti. Ну, мы не выполним никогда все эти требования. Niekada mes neįvykdysim visų šitų Это reikalavimų. иллюзия. Čia iliuzija. Многие браки разваливаются, потому что они, выходя замуж, построили семейную жизнь на требованиях. Daugelis santokų subyra dėl to, kad jie savo šeiminį gyvenimą pastatė ant reikalavimų. Мне некоторые рассказывали, как они встретились и влюбились. Man kai kurie pasako, kaip jie sutiko vienas kitą ir Она įsimylėjo. говорит, как я его увидела, у меня мурашки побежали по телу. Sako, kai aš jį pamačiau, man tiesiog pradėjo šiurpuliukai per kūną bėgti. Я говорю, надо к терапевту тогда, он мазь выпишет. Tada sako, reikia eiti pas terapeutą, jis išrašys tą Но paliuką. если у тебя там что-то бегает по телу, это ж не причина выходить замуж, или? Jeigu kažkas tau per kūną bėgioja, tai ne priežastis į santoką įeiti. Я его увидела и сознание потеряла. Aš jį pamačiau ir pradau sąmonę. Да кто их женил, если она без сознания была? Kas juos apženė, jeigu jinai be sąmonės buvo? Понимаете, Бог нас создал, чтобы я со своей женой так шел по жизни, чтобы все, которые нас видели, хотели жениться. Suprantat, Dievas mūsų kūrė taip, kad kai mes su žmona būnam kartu ir žmonės mus mato, visi kiti norėtų vesti.
Я тоже псих по характеру. Aš pats esu psichas pagal И charakterį. моя жена мне уже объяснила, что меня можно только любить, терпеть меня невозможно. Ir žmona man jau paaiškino, kad manęs kentėti neįmanoma, tik mylėti Но įmanoma. только наша семейная жизнь стоит на фундаменте Бог. Bet mūsų šeiminis gyvenimas stovi ant Dievo pamato. Мы счастливы быть вместе. Mes laimingi, kai esame kartu. Но сейчас под старость я ее боюсь дома оставить. Ну и что? Bet dabar, kai jau senatvė, aš bijau ją vieną namie palikti. Все Nu, время ir с kas? собой таскаю. Visą Ну, laiką su savim tampi. оставишь дома, кто знает, куда она уйдет. Paliksi namie, neaišku, kur jinai nueis. Понимаете, Бог хочет иметь с нами общение, и чтобы мы со своей семейной жизнью прославили Его имя. Suprantat, Dievas nori turėti su mumis bendravimą ir Jisai nori, kad savo gyvenimu, savo šeiminiu gyvenimu mes jį išlovintume. Ну так просто. Ant tiek paprasta. Про требования Apie reikalavimus там ничего не написано. nieko neparašyta. Я беру на себя обязанность Ant savęs aš pasiemu atsakomybę сделать свою жену счастливой. padaryti savo žmoną laimingą. Что я ей деньги дал, там не написано. Neparašyta, kad aš jai turiu pinigų duoti, Чтобы она одна поехала в отпуск, там не написано. kad jinai viena važiuotų į atostogauti, taip pat neparašyta. Написано только, чтобы я постоянно смотрел, Parašyta, kad aš pastoviai žiūrėčiau, чтобы ее не занесло на повороте. kad ją neužmestų ant posūkio. А для этого я должен ходить с ней гулять. O tai reiškia, kad aš turiu su ją eiti vaikščioti. Она тогда все время говорит. Jis tada visą laiką kalba. Я смотрю, где она неправильно думает, Aš žiūriu, kur jinai neteisingai galvoja и могу ее поправить. ir galiu ją pataisyti. Я не знаю, я у вас рассказывал, нет, идем по невежеству. Nežinau, ar pasakoju jums ar ne, bet einame Panevėžiu. Мы каждое Поневежу. утро 3 километра шагаем вместе. Kas rytą mes 3 km einam kartu. Мы берем себе время поскандалить. Pasiemam savo laiką iškelt skandalų. Останавливается приветливый человек, Sustoja mandagus žmogus. говорит, еду в центр, могу вас взять. Sako, važiuoju į centrą, galiu jūs paimti. Я говорю, нет, у моей жены собаки нету. Sakau, ne, dėkui, pas mano žmona nėra Она šuns. меня водит здесь вокруг. Jinai mane vedžioja aplinkui. Понимаете, мы потихоньку в тех годах, Mes patruputį esame tai jau tame amžiuje, когда проблем больше. kai turime daugiau problemų. С детьми, с внуками, с самим собой. Su vaikais, su anūkais, su pačiais savimi. И нам нужно брать время, Ir mes turime skirti чтобы laiką, поговорить об этом. kad pakalbėti apie tai. И мы каждое утро с ней гуляем. Ir kas rytą mes su ją vaikščiojame. Мы гуляем, и люди смотрят на нас, что это за два таких ненормальных. Mes vaikštome, o žmonės žiūri ir sako, kas čia per du tokie Вроде не išskirtiniai. спортсмены, но шатаются. Lik ir nesportininkai, bet čia vat makaluojas visur. Я беру на себя обязанность, Aš prisiemu atsakomybę, когда Бог меня с рая выгонял за то, что я прошляпил за жену смотреть. kai Dievas mane išvijo iš kliečio, kad Из рая, когда он из меня рая. выгнал, потому что я ее одну оставил. kai mane išvijo iš rojaus už tai, kad aš ją vieną palikau, То теперь моя задача с ней опять вернуться. tai dabar mano užduotis yra vėl su ją grįžti. Дети нам даны на время. Vaikai mums duoti laikinai. Потому семейная жизнь это не просто то, что мы хотим. Todėl šeiminis gyvenimas nėra tiesiog tai, ko mes norime. Бог архитектор этого. Dievas yra šito architektas. И нам нужно читать инструкцию, как Ir жить. mums reikia skaityti instrukciją, kaip gyventi. Иисус говорит, кто мое слово слышит и делает, имеет фундамент. Jėzus sako, tas, kuris mano žodį klauso ir vykdo, turi pamatą. Кто-то может сказать, ну, слово это воздух. В одно ухо зашло, в другое вышло. Kai kurie gali pasakyti, na, žodis tiesiog oro virpesys, pro vieną ausį įėjo, pro kitą išėjo. Не совсем так. Ne visai taip. Бог словом создал землю. Dievas žodžiu sukūrė žemę. То, что мы воспринимаем как физический свет, Tai, ką mes priėmame kaip fizinė šviesa, Бог сделал словом. Dievas sukūrė žodžiu. В этом стоит разница между священным языком и всеми другими языками. Tuo skiriasi šventasis žodis nuo visų kitų. Мы словами объясняем вещи, Žodžiais mes paaiškiname dalykus, а Бог словом создает. o Dievas žodžiu kuria. Вещь, которая уже имеет свое предопределение. Dalykus, kurie jau turi savo paskirtį. Слово – это артикуляция Божьего желания. Žodis tai yra įvykdymas, artikuliacija to Dievo
noro. Библия говорит, приходите, чтобы слушать. Biblija sako, ateikite tam, kad klausyti. Кто правильно слушает, что-то ждет от услышанного. Tas, kuris teisingai klauso, kažko tai tikisi iš to, ką išgirdo. Кто правильно слушает, не думает, что я уже все знаю. Tas, kuris klauso, negalvoja, kad jis jau viską žino. Он старается вникнуть в ту информацию, которую ему передают. Tas, kuris klauso, jis stengiasi įsigilinti į tą informaciją, kuri jam yra perdodama. Языковеды обращают внимание на то, Kalbininkai atkreipia dėmesį į tai, что если я правильно слушаю, это принадлежит мне. kad jeigu aš taisyklingai klausau, tai reiškia, tai priklauso man. Услышанное становится частью моей жизни. Tai, ką aš išgirstu, tampa dalimi mano gyvenimo. Поэтому есть счастье от услышанного Слова Божия, Todėl yra laimė nuo to, ką mes išgirstame iš Dievo. который во мне что-то творит To, kad kas kažką manyje kuria и материализуется в делах. ir materializuojasi mano veiksmuose. Иисус советует сохранять Его Слово в нашем сердце, Jėzus siūlo saugoti savo žodį mūsų savo širdyje, помнить atsiminti и постоянно читать, чтобы мы не забыли. ir pastoviai skaityti, kad nepamirštume. Слушать – это счастье, Klausyti tai yra laimė, но несет с собой опасность. bet kartu su savimi atneša tokį pavojų. Можно что-то прослушать Galima kažką tai praklausyti или быть отвлеченным. arba būti atskirtam. И знаете, когда мы как консультанты по семейным вопросам, когда люди к нам приходят, Žinote, kai mes kaip konsultuodami šeiminiais klausimais, kai pas mus ateina žmonės, я говорю, вы уже когда-нибудь гулять ходили? sako, jūs kada nors buvot pasivaikščiot? Да. Taip. Я говорю, а мобильники с собой брали? Sako, o ėmėt su savimi mobilų įrenginį? Да. Taip. Я говорю, значит, не ходили. Reiškia, nebuvot. Понимаете, сатана придумал такую технику, Suprantate, šitonas sugalvoja tokią techniką, technologiją, что как только мы начнем разговаривать, kad kai mes pradėsime kalbėti, обязательно кто-то позвонит. būtinai kažkas paskambins. Обязательно. Būtinai. И второе, попробуйте ходить гулять без мобильника. Ir kitą, pabandykite eiti pasivaikščioti be telefono. Я не верю, что у вас получится за раз. Tikrai netikiu, kad jums išeis. Я пробовал. Jau bandžiau. Ты не жену слушаешь, а все время думаешь, а вдруг кто-то позвонит. Tu ne žmona klausai, vis galvoju, gal kažkas Вот paskambins. никогда в жизни не звонил, а теперь позвонит. Niekad gyvenime neskambino, dabar paims ir paskambins. У нас соседка была. Turėjome Я kaimynę, говорю, поехали на собрание. sakau, važiuojam į susirinkimą. В то время еще мобильников не было. Она говорит, не могу. Tais laikais dar nebuvo telefono, jinai sako, negaliu. Уже год никто не звонит. Sako, jau metai niekas neskambino. А вдруг кто-то позвонит? O gal kažkas Как раз, paskambins. когда я буду на собрании. Kaip tik tuo metu, kai bus susirinkime. Так она и умерла. Taip ir mirė. Не позвонил никто. Niekas nepaskambino. Мы разучились, слушай. Mes nebemokame klausyti. Мы разучились. Смотрите, как наша молодежь через дорогу идет. Mes nebemokame. Pažiūrėkite, kaip Ему mūsų, все равно, что там танки идут. mūsų jaunimui nebesvarbu. Pažiūrėkite, kaip jie eina per kelią. Nesvarbu, tankas gali važiuoti vis tiek telefoną. Его пугает, скоро русские придут. Jam baisu, kad to ir rusai ateis. Но он занят. Bet jis užsiemęs. Он и так идет через дорогу. Jis taip eina per kelią. До чего мы дожились? Iki ko mes dasigyvenom? До чего мы дожились? Мы потеряли способность слышать друг друга Mes nebeturime gebėjimo išgirsti vienas kitą и слушать Слово Божье. ir klausyti Dievo žodį. Я уже вам говорил, моя жена, сколько я ее знаю, уже 50 лет поет. Aš jums sakiau, kiek aš pažįstu savo žmoną, jau 50 metų ji gieda. 50 лет один и тот же голос. 50 metų vienas ir tas pats balsas. Вы можете соболезнования мне высказать? Ar galite man išreikšti užuojautą? А мне все еще нравится. O man vis dar patinka. Потому если тебе что-то не нравится, Todėl jeigu tau kažkas nepatinka, помоги, чтобы она изменила свой голос. padėk, kad tai pakeistų tavo balsą. Помоги ему изменить свой голос. Padėk jam pakeisti savo balsą. Наша проблема следующая. Mūsų problema yra sekanti. Мы идем на собрание, Mes einam į susirinkimą, слушаем Слово Божье, girdim Dievo žodį, klausom Dievo žodį. восхищены им, Tiesiog esame sužavėti juo. хватаем Библию, Griebiam Bibliją, идем на улицу einam į gatvę и глушим всех.
ir visus dusinam. И люди от нас бегут. Ir žmonės nuo mūsų bėga. Потому что мы услышали, Kadangi mes išgirdome, но ничего не поняли. bet nieko nesupratome. И они видят, что наши дела не соответствуют тому, что мы рассказываем. Ir jie mato, kad mūsų veiksmai netitinka to, ką mes pamokslaujame. Внимательно слушать. Įdėmiai klausyti. И только тогда делать, когда мы убеждены, что мы правильно поняли. Ir tik tada daryti, kai mes jau esame visiškai įsitikinę, kad teisingai supratome. Люби ближнего как самого себя. Mylėk savo artimą kaip save patį. Наши дела, они не проходят зря. Mūsų darbai nebūna beprasmiai. Они в других производят действия, позитивные или негативные. Jie kitose turi arba teigiamą, arba neigiamą efektą. Мы не можем делами заработать Царство Божье. Darbais mes negalim užsidirbti Dievo karalystės, Но блаженство уже здесь можем получить. bet malonę galime gauti jau čia. Подумай, хотел ли быть ты в позиции принимающего или в позиции дающего? Pagalvok, ar tu nori būti duodančioje ar priimančioje pozicijoje. Смотрите, сколько вокруг бедных людей. Pažiūrėkite, kiek aplink vargšų žmonių. Но если ты не приносишь пользу, Bet jeigu tu net neši naudos, еще раз повторяю, Царствие Божие ты достичь не можешь. dar kartą pakartosiu, Dievo karalystės tu Ты его pasiekti не можешь negali. заработать. Negali jo uždirbti. Но ты можешь понять, за что тебя Бог кормить должен. Bet tu gali suprasti, už ką tave Dievas turi maitinti. Я знаю, что я ничего не могу хорошее сделать. Aš suprantu, kad aš nieko gero padaryti negaliu, Но за что мне Бог должен кормить? bet už ką Dievas turi mane maitinti. Потому я стараюсь слушать и делать. Стараюсь. Todėl aš stengiuosi klausyti ir vykdyti. Stengiuosi. Я не лучше вас. Aš negeresnis nei jūs. Может быть, я просто слабее вас. Gal tiesiog aš esu silpnesnis negu jūs. Я верю Богу. Aš tikiu Dievu. Я в Него верить у меня трудно получается. Pasitikėti jo man sunkiai gaunasi. Я Ему верю. Bet tikiu juo. И часто я что-то днем делаю, и потом ночью прошу, чтобы Он отремонтировал, пока я сплю. Ir sakykime, aš kažką tai darau, kažką tai dirbu ir po to naktį prašau, kad mane suremontuotų Dievas. Но я закрываюсь Словом Божьим, защищаюсь. Bet aš ginuosi Dievo žodžiu. Бог дает желание и исполнение. Dievas duoda ir norą, ir vykdymą. Сначала послушать, потом делать. Pradžiai paklausyti, po to padaryti. Посоветоваться. Pasitarti. Вот я когда проповедь пишу, я обязательно кого-нибудь из братьев прошу, чтобы прочитали, чтобы проверили, а я еще на правильном пути. Sakykime, kai rašiau pamokslą, aš dar duodu patikrinti kokiam broliui, kad jisai pasakytų, ar aš dar vis teisingam kelyje. Потому что, я же должен постоянно себя проверять, правильно я услышал Слово Божье. Kadangi aš visą laiką turiu save tikrinti, ar aš teisingai išgirdau Dievo А то žodį. я вам буду свои идеи рассказывать. Nes pasakosiu po to jums savo А mintis, почему вы idėjas. должны верить так, как я? O kodėl jūs turite tikėti taip, kaip aš? А если при 2 или 3 свидетелях Бог подтвердил, O jeigu prie 2 ar 3 liudininkų Dievas patikino, что эта идея нормальна, kad čia normali idėja, тогда я иду и учу других. tada aš einu ir mokau kitus. Сначала послушать, потом делать. Pradžiai paklausyti, išklausyti, tada vykdyti. Мало лечить тело. Мало лечить тело, куна. Maža yra gydyti kūną. Сегодня многие пытаются жить на витаминах, Šiais laikais daugelis bando gyventi vitaminais, но никто не интересуется сердцем человека. bet niekas nesidomi žmogaus širdimi. Какая разница, как ты умрешь, сытым или голодным? Koks skirtumas, kaip mirsi alkanu ar sočiu? Вопрос, что потом? Klausimas, o kas po to? Потому я верю, что Бог сделал мой организм так, что мне никаких пищевых добавок не нужно. Todėl aš tikiu, kad Dievas sukūrė mano kūną taip, kad man jokių maisto papildų nereikia. Единственный витамин, который мне нужен, Vienintelis vitaminas, kurio man reikia, это кушай половину. tai valgyk tik pusę. Вот с этим я не могу справиться. Su šito aš kol kas nesusidoroju. Любая беременная женщина нам скажет, Bet kuri neščia moteris mums pasakys, что нам тело говорит, что нам нужно в данный момент. kad kūnas mums sako, ko mums reikia būtent tuo metu. Один раз соленый огурец, Vieną kartą sūdytą raugintą agurką, потом давай ей килограмм шоколада, po to kilogramą šokolado, потом ей еще что-то хочется. po to dar kažko jai norisi. Так фантастично Бог все устроил.
Tai fantastiškai Dievas viską sukūrė. А все другое наши фантазии. O visa kita tai yra tiesiog mūsų fantazija. Понимаете, мы теряем Бога из виду, если мы концентрируемся на себя. Suprantate, mes pametame žvilgsnį, nuleidžiame žvilgsnį nuo Dievo, kai susikoncentruojame į save. Слова и дела должны идти за руку. Darbai ir žodžiai turi eiti susikibę rankomis. И потому я надеюсь, что несмотря на мою слабость, Ir todėl aš tikiuosi, kad neatsižvelgiant į mano silpnumą, вы что-то услышали. jūs kažką tai išgirdote. И может быть мы еще увидимся. Ir galbūt dar susimatysim. И потому в конце Todėl gale и мир Божий, ir Dievo ramybė, который превыше всего, kuris yra aukščiau visko, сохранит ваши сердца и мышления во Христе Иисусе. tegul išsaugo jūsų širdis ir mąstymą Jėzuje Kristuje. Дай Бог, чтобы ваши уши были лучше, чем мои слабые слова. Duok Dieve, kad jūsų ausis būtų stipresnės negu mano silpni žodžiai. Аминь. Amen.